Рахматулляхи баракатуху. Бисмиллахи рахмани рахим. Уважаемые друзья, я Мурат Мухамеджанов, председатель Республиканского общественного объединения Союз ветеранов, участников боевых действий на ТЖК Афганской границы и военных конфликтов. Прибыл в город Алматы, в южную столицу нашего государства. Вот здесь находимся по улице Рузабакиева, 266, с нашими активистами, с нашими патриотами Казахстана. Уже прошел, наверное, год, как последний раз мы здесь находились. Здесь я выступал, несколько раз уже приходил, говорил, обращался к Акиму города Алматы, Сагентаеву. Еще раз очередное обращение. Хотел бы сказать, что, во-первых, можно поздравить наших казахстанцев, граждан Казахстана, с тем, что в Павлодаре убрали памятник тоже всех поколений, пограничный стол был Советского Союза, с гербом Советского Союза. Буквально неделю назад убрали в городе Актюбе памятник тоже всех поколений пограничникам, где тоже был герб советской символикой. Я сам этот герб срывал в свое время, за что отсидел 5 суток. У меня здесь постановление есть от 27 июля 2021 года. Актюбинский областной суд под председательством судьи Жапарова, секретаря судебного заседания Султановой, провел суд и установил, мою вину. Я хотел зачитать постановление такую. Вместо надлежащего обращения к государственным органам Мухамеджанов в вечернее время в общественном месте самовольно снял с памятника символику, при этом сопровождая свои действия видеосъемкой и последующим выкладыванием в социальных сетях. Действия Мухамеджана правильно квалифицированы как мелкое хулиганство, поскольку самовольное несанкционированное вмешательство в оформление памятника также является грубым нарушением общественного порядка, проявлением уважения к окружающим. Во-первых, что хотел бы сказать. Рядом окружающих не было, где я там находился, это подтверждает видеосъемка. Во-вторых, никакого мелкого хулиганства не было, потому что в каком плане? Памятник в Актюбе, так же как и памятник в Павлодаре, они стояли незаконные. И акимат принял решение убрать. Поэтому изначально на том памятнике не было символики Советского Союза, потом ее установили. Поэтому я считаю, что виновные те лица, которые установили. И если нету памятника на балансе акимата города Актюбе, то, соответственно, этот памятник незаконный. И принято решение, его убрали. Буквально совсем недавно его убрали, еще раз повторюсь. И скоро будет видеосъемка, где этого памятника уже не существует. Теперь мы находимся здесь, смотрите, обратите внимание, герб Советского Союза. Он не вяжется в идеологию нашего государства. Адрес? Я уже называл, Рузабакиева, 266, город Алматы. Я вам еще раз говорю, эта символика, да? Вы знаете прекрасно, видите, как его оформили. Да. У меня жителями уже этого дома был разговор, который установили непосредственно. Есть тоже видео. Я тогда сказал, что он стоит незаконно, никто не давал разрешения таких. И мало того, сейчас еще дальше пройдем, там еще стоят два памятника, два столба пограничных знака, по простонародью пограничные столбы. И обратите внимание, если мы сейчас уберем герб Советского Союза, это сегодня этот столб, он олицетворяет сегодня нынешнюю Российскую Федерацию. Российскую империю, точнее сказать. И давайте говорить открыто, да, нам идеология другой страны и той страны, которая ныне существует и которая принесла нашему народу горе, страдания, голодомор, почти 5 миллионов человек погибло, репрессии были, геноцид казахского народа, репрессированы были наши алашардинцы, 27 тысяч человек, более 500 взрывов на Семипалатинске, то есть фактически Казахстан был полигоном для испытаний, для, я считаю, уничтожения нашего народа. Геноцид это был реальный, зулмат, где действительно это было горе и трагедия нашего народа, казахского народа. Поэтому мы категорически против таких столбов, и необходимо такие столбы демонтировать, убрать. И вообще здесь он не нужен, потому что эти дети, они сегодня смотрят на этот Советский Союз и думают, как все было прекрасно. На самом деле ничего хорошего не было. Поэтому мы должны думать о нашем будущем страны, о нашей независимости. И сегодня вы видите депутаты Государственной Думы Российской Федерации Никонов, Шпиров, Федоров, Жириновский и другие негодяи говорят о возрождении Советского Союза в новом формате.
И вот такие люди их сегодня поддерживают, понимаете? Вот они ставят такие столбы, вот помечая свои территории. Вот, пожалуйста, видите? Поэтому такие столбы есть у нас в Кустанае, Екибастузе, Павлодарской области, еще там в некоторых населенных пунктах. Поэтому я обращаюсь к акиматам, убирайте эти столбы. С уважением, Мурат Мухамеджанов. Уважаемые друзья, давайте мы пройдем сразу. Смотрите, буквально 20 метров отсюда находится еще два пограничных столба. Вот он, отметим территорию. Вот, пожалуйста, видите, да? Куда смотрит МВД, куда смотрит участковый. Вот, пожалуйста. Не понимая вот этих вопросов, как можно смотреть? Смотрите, здесь. Вот. Когда-то стоял место, видите, да? Тоже опять же, видите здесь. Герб Тимурного. Герб Советского Союза, а может Российской Федерации, не знаю, что здесь было. Поэтому только нам приходится догадываться и думать об этом. Ну, второй, да? Подобный. Ладно, давайте попробуем. Да. Алхамдулилlah.